В эфире «Вечерние новости», в студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Авиашоу в честь Дня Победы прошло над Красной площадью. Между тем, акция «Бессмертный полк» сегодня проходит онлайн. Начнем выпуск с текущей эпидобстановки. Более 10 800 больных коронавирусом выявили в стране за минувшие сутки. Выписано по выздоровлению 5300 человек. Россия вплотную подобралась к отметке в 200 тысяч больных COVID-19. Из них выздоровело 32 тысячи человек, скончалось 1827. За сутки в Якутии зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. Из них 37 в Якутске и по одному в Кангаласском, Горном и Устьянском районах. Сейчас идет обработка контактов. Кроме того, за сутки выздоровело и выписалось из больниц 14 человек. Из них 2 в Нерюнгре, по одному в Алдане и Ленске. 10 пациентов выписали в Якутске. 4 из них – это вахтовые рабочие Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Президент России Владимир Путин в День Победы возложил цветы к вечному огню могилы неизвестного солдата почти в память погибших в Великой Отечественной войне. Оттуда же глава государства обратился к россиянам по случаю 75-летия Победы. Далее парадный строй из 75 вертолетов и самолетов прошел над Красной площадью Москвы. В их числе самый крупный военно-транспортный вертолет в мире Ми-26. За ними над Красной площадью прошел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, 3 транспортника Ил-76МД и тройка дальних бомбардировщиков Ту-95МС. После проследовал квартет многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29 СМТ и 4 фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Дорогие друзья! 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и совершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш бессмертного полка. Марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы! Ура! 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 В нашем регионе нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. С 1941 по 1945 годы на фронт было призвано свыше 62 тысяч якутян. Добровольцами ушли наши земляки, студенты и аспиранты центральных вузов страны. Якутия потеряла в сражениях войны почти 38 тысяч человек, в тылу более 65 тысяч. Наши земляки участвовали во всех крупных сражениях и с честью выполнили свой долг перед Родиной. Более 1000 из них за годы войны были удостоены высоких боевых наград. 25 воинов стали героями Советского Союза, 5 – полными кавалерами Ордена Славы. В этом году праздник проходит в непростых условиях. В связи с всеобщей самоизоляцией в Якутии мероприятие состоялось онлайн. За всех якутян цветы к подножию монумента воинам-победителям на площади Победы в Якутске возложил глава региона Айсен Николаев. После он обратился с речью к якутянам. Горячо и сердечно поздравляю вас с юбилеем Великой Победы. Сегодня снег, но сегодня святой день для всех нас. 75 лет тому назад победа, завоеванная советским народом, принесла свободу всему человечеству. Мы никогда не забудем, какой неизмеримой ценой наш народ победил фашизм.
и никогда никому не дадим забыть этого. В этот светлый праздничный день мы, якутяне, едины. Наши сердца полны безграничной благодарности и огромной гордости. Мы гордимся всеми, кто героически защищал отчизну на полях сражений, всеми, кто своим трудом приближал победу в тылу. Также сегодня руководители региона и владыка Якутский и Ленский Роман осветили купол и крест строящегося храма всех святых в Якутске. Первую сваю храма, напомню, в районе аэропорта заложили 5 лет назад. Память о фронтовиках, о тех, кто погиб на фронтах войны, кого уже сегодня вместе с нами нет, она должна быть жива. И в том числе вот через такие прекрасные храмы, которые мы воздвигаем на нашей российской земле. Купол этого храма будет самым большим в Якутии. Самым большим в Якутии. Он в диаметре 7 метров и 7 метров высоты. Таковых куполов не было до ныне. Мы благодарим всех, кто помог нам. Патриотическая акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. В масштабах страны это уже 8-е по счету мероприятие. Видеоряд из фотографий участников с символикой акции будет транслировать телеканал НВК «Саха» и портал «Бессмертного полка России». Каждый желающий почтить память и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны может также присоединиться к акции. В течение 2 дней, 8 и 9 мая, во дворах столицы региона звучали военные песни. Региональным координатором акции «Поем двором» выступило Министерство по делам молодежи. В нем также помогали Минкульт, Минтруд и администрация города. Артисты филармонии и театра эстрады объехали 39 дворов, где живут ветераны, и принесли им частичку праздника. В 202-м микрорайоне у нас проживают 4 ветерана. И все эти дни наши работники культуры постарались поздравить ветеранов, принести им хоть какую-то толику маленькой радости в связи с тем, что, вы знаете, у нас такая ситуация в стране. И мы поздравляем всех ветеранов с праздником Победы. К празднованию присоединилась и Южная Якутия. О том, какие мероприятия прошли в Нерингре, расскажет наша коллега Тамара Игнатьева. Сегодня в Нерингре состоялось возложение цветов к мемориалу Ника в городском парке как символ благодарности и преклонения перед героями Великой Отечественной войны. Цветы, венки и гирлянды к памятнику возложили главы района и города, военного комиссариата и правоохранительных органов, ветераны локальных войн и члены организации «Боевое братство». День Победы для меня – это, во-первых, урок, который мы все должны помнить. Урок, который дан очень дорогой ценой для нашей страны. Праздник, который несет очень большую, важную культурно-социальную роль. Это то, что сделало нашу страну великой. В Нерингринском районе сегодня остался всего один ветеран Великой Отечественной войны и менее 200 участников войны, тружеников тыла, вдов погибших, защитников Отечества, узников фашистских концлагерей. Ровесница Победы, первостроитель города Нерингри, Людмила Ивановна признается, что, несмотря на режим самоизоляции, сегодня не удержалась и по зову сердца пришла к памятнику. Сегодня такой праздник, что сердце болит просто, что хочется, чтобы все люди мира этот день не забывали, потому что такой день, просто слов нет сказать, что он очень для нас самый дорогой этот день, самый ясный, самый светлый. К великому юбилею сегодня Нерингри преобразился. На стенах домов появились баннеры, украшены подъезды домов, окна. Праздничная атрибутика размещена на каждой улице. И хотя масштабные торжества перенесены на более поздний срок, однако множество акций проходят в онлайн-формате. Поэтому нерингринцы смогут почувствовать атмосферу праздника, не выходя из дома. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Неожиданный подарок ждал ветеранов в Вилюйском районе. В знак глубокого уважения и благодарности в честь 75-летия Великой Победы от имени всех жителей глава района вручил Николаю Ивановичу Афанасьеву и Якову Петровичу Григорьеву ключи от новых автомобилей.
Макет боевой машины «Катюша» установили на кургане славы в Хангаласском районе. Над макетом трудился мастер из Покровска Михаил Трофимов. Работа длилась в течение месяца. Советская реактивная система залпового огня «Катюша» – один из наиболее узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Это не единственный подобный макет. Ранее мы рассказывали, что копию танка Т-34 установили на площади Победы в поселке Нижний Бестях. Наше дело правое, и мы победили. Фотовыставку с таким названием в честь Дня Победы организовал известный фотожурналист Владимир Доброхотов. С ней можно ознакомиться на сайте победа75nvk.ru. Ульяна Шагина с подробностями. Этой фотографии 20-летней давности, сделанной на Красной площади, фотожурналист Владимир Доброхотов может любоваться часами. Через несколько минут охрана на площади задержит его за наглость и смелость. Риск полностью себя оправдал. Он смог запечатлеть идущих по брусчатке ветеранов с такого ракурса, с какого никто не смог. Конечно, это безрассудство какое-то, так, но я увидел, что это здорово, красиво. Ряд вот этот весь идет. И исторический музей сзади великолепный. Я сел на брусчатку и сделал. И потом меня уже, и пока я шел, перематывал пленочки, прятал, ну я знаю, вставил новую пленочку. Я сам спас эту съемку, да. Есть расхожее представление, что военный фотограф – это такой же солдат, только вооруженный фотоаппаратом. Владимир Николаевич неоднократно побывал в Чечне. Это отдельная веха в его истории. Невероятный жизненный опыт, который помог стать тем, кем он сегодня является. Ведь все великие фотографы снимали войну. Конечно, войну снимать очень тяжело. Тяжело. Важно не ошибиться. Мы не должны оценку давать. Мы должны показать. Выставку, посвященную боевым действиям в Чечне, Доброхотов уже проводил. Но большинство самых страшных и кровавых кадров с тех мест фотограф так и не решился выставить на суд зрителей. Мы увидели несколько из них, уже готовые. Обрамленные черным металлическим листом, они так и пылятся в самом дальнем углу чулана. Даже сердце я успел сфотографировать. Человек взорвался, он хотел, значит, нас там взорвать. Ну, допустим, да. Вот. Там что-то у нее не сработало или сработало наоборот. Его разорвало на кусочки вообще. Сердце летело, как пуля, ударилось там, а бетон отскочил. И вот такой вот. Мы когда уже прибежали туда, да, вот все это дело разметано. Есть фотографии, но я их не показываю. Они настолько тяжелые, что очень тяжелые. Снимали дед, отец и сын. Вся история России от войны и до войны за последние 100 лет собрана в архивах семьи Доброхотовых. И эта выставка всего лишь малая толика того, что имеется у Владимира Николаевича. В его планах после стабилизации ситуации показать эти кадры и якутянам. Порядка 400 фотографий, уникальных, сделанных не только в Якутии, но и с Красной площади. Ракурсы, которые были посильны только Доброхотову. А пока телеканал «Якутия-24» перенесет их в виртуальную реальность. В ближайшие дни онлайн-выставка появится и на нашем сайте. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. На этом пока все новости. Спасибо за внимание и еще раз с праздником Великой Победы.